Первые сообщения начались обыски, начали поступать в 4 часа утра. Это очень рано. Из тех, кто сегодня задержан, лично знакома с Эмилем Зиядиновым, потому что неоднократно видела его возле судов в Крыму на обысках. Он часто участвовал как стример, как активист, к судам приходил регулярно. И вот если посмотреть даже на фотографии, которые делали украинские журналисты-фрилансеры в Крыму, на многих фотографиях Эмиль Зиядинов фигурирует как активист. Что касается остальных людей, то среди них есть инвалид первой группы, это Александр Сизиков, который по логике следствия является организатором террористической ячейки, что само по себе звучит абсурдно, учитывая, что он слепой и не может ходить без посторонней помощи. Также среди этих людей есть очень пожилой человек, это Зикирия Муратов из Алушты, 57-го года рождения. Ну, то есть традиционно ФСБ арестовывает в Крыму людей, которые в принципе никакой террористической деятельности отношения не имеют, но отличались какой-то гражданской или политической позицией и по этой причине стали жертвами репрессий. А на что основываются оккупанты? Провели обыски, они что-то нашли дома, не нашли? Вот как это все происходило, расскажите. Сегодня вот было сразу несколько сообщений о том, что помимо какой-то стандартной религиозной литературы, которая хранится в доме каждого мусульманина, такие как, например, Коран или перевод Корана на русский язык, какие-то мусульманские книги, находили еще книги, которые хозяева утверждают, что в их библиотеке этих книг точно не было. Причем вот адвокат Айдер Азаматов рассказывал, что у Исмета Ибрагимова книгу нашли в мусорке, религиозную книгу нашли в мусорке рядом с хранилищем угля под навесом во дворе дома. То есть вы понимаете, что мусульмане точно в таких местах религиозную литературу не хранят. Конечно. И это просто абсолютно бездарно, вот так вот нагло подбрасывалась какая-то литература, которая числится в списке запрещенной в Крыму. И людей задерживали вот только на основании того, что там обнаружили какую-то книгу или брошюру. А где сейчас находятся наши соотечественники? Все 7 человек сразу после обыска в их домах были доставлены в управление ФСБ Крым на бульваре Франко. К ним сразу, естественно, выехали адвокаты на места обысков и затем последовали за ними в здание ФСБ. К сожалению, в дома, где проходили обыски, ни один адвокат не был допущен, то есть люди были лишены возможности получать квалифицированную юридическую помощь. Более того, сегодня правозащитники фиксировали такой инцидент, когда силовики прямо в ходе обыска предлагали задержанным пойти на сотрудничество со следствием на то, что они якобы смягчат меру пресечения или устроят им домашний арест, только требовалось признаться в том, что якобы они причастны к деятельности террористической организации, поставить подпись, тогда силовики якобы какие-то более мягкие меры. Впервые с таким откровенным торгом на обысках столкнулись ребята. Конечно же, никто не пошел на подобные соглашения, потому что никто себя виновным не признает. А оккупанты снова пришли в дома со своими понятыми или как это было? Да, они традиционно приезжают с понятыми, которые вдруг в 4 часа утра оказываются неподалеку возле этого дома. Кто-то прогуливался, кто-то случайно приехал, кого-то пригласили, как это происходит часто со студентами юридического техникума, которых привлекают для обысков в домах крымских татар. Лютфе Ханум, вот с чем вы связываете очередную такую волну облав в Крыму? По нашему субъективному мнению, есть два очень таких ярких фактора. Во-первых, на прошлой неделе был озвучен международный доклад ООН, и
традиционно мы уже много лет подряд замечаем после каких-то резонансных заявлений о нарушениях прав человека в Крыму всегда следует в качестве ответной реакции обыски. Это первое. Второе, многие документы подписаны 2 июля. Мы знаем, как крымские татары отнеслись к так называемому голосованию за поправки, которые навязывали в Крыму. И здесь была достаточно такая консолидированная позиция по этому поводу у крымских татар, у крымских мусульман. И мы не исключаем, что данные действия — это реакция силовых структур на политическую позицию крымских татар по этому вопросу.